Рады приветствовать всех присутствующих в зале участников аудитории, которые смотрят нас в режиме онлайн, на пресс-конференции, посвященной развитию и продвижению профессиональных турниров по ММА в РТ, приуроченной к подписанию контракта в мировой лиге смешанных единоборств UFC первого татарского бойца Рената Фахретдинова. Это Ренат, это при всем при том, что он очень силен в борьбе, но и мы видим, что в стойке тоже очень-очень хорош. Да, и Магомед Камилов говорит сейчас, что не надо торопиться, надо действовать аккуратно. Да. Ой-ой-ой! Это нокаут! Да! Блестяще! Молодец, Ренат Фахретдинов, красавец! Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Хамитович Шейхутдинов, руководитель Татарстанского спортивного союза Марат Шамилевич Капкаев и боец UFC Ренат Рашитович Фахретдинов. Халил Хамитович, пожалуйста, вам слово. Начинаем пресс-конференцию. Хайрлекен, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы можем у себя имеем честь принять наших коллег, бойца нашего любимого Рената Фахретдинова и его тренера Марат Шамилевича. Вот для нас было, как спортивный год начали, было событием начала года, что Ренат подписал контракт с лигой UFC. Несколько лет назад был Федор Емельяненко, обсуждалось о строительстве центра. Сегодня подобрано место в Лаишском районе Столбище. Сегодня идет предпроектная работа. Есть Аллах в будущем планах строить для проведения соревнований, для проведения тренировочных мероприятий для единоборцев такой центр. Также второе планируется у нас строительство город на Верхних Челнах. Тоже проектная работа сегодняшняя ведется. У нас у себя очень много турниров проводится. Мы всегда проводим его и коммерческие, и различные. Проводим пирамиды и дворцы единоборцев. Многие участвуют. Но есть сейчас флагман, на кого и сравняться. Вот, что Ренат подписал контракт и дает молодым ребятам, что у них тоже получится, если как Ренат будет пахать. Если посмотреть Рената Инстаграм, он написал очень четко. 1% талант, 99% это надо работать. Работать, пахать и пахать. По-другому в спорте не бывает. В спорте нет праздников, ни каникулов, других моментов. Болельщик, надо идти, рано вставать, идти в бой. Тем более, где Ренат прославляет, показывает, там тем более пощады нет. Нельзя там не упускать ни секунды, ни мгновения, всегда на чеку. На несколько шаг надо обдумывать ходы своего соперника, только тогда можно иметь таких достижений. Я благодарю Марата Шамилевича, он возглавляет союз, и он является еще вице-президентом джиу-джитсу нашей республики. Очень много делает. И надеюсь, самое главное, Ренат Хаталяк, так не зазвездиться, чтобы не потерять голову, и тем более он образец как мусульманин для нас. Біздің қардаш боларақ мен шанам, Ренат өзінің тұтқан маркасын түсірмесе, мотор етіп, бізге өрнек болып, бізді сүйіндіріп, шұғылданыр, яшар һәм зор уңышларға ерішер деген үмітте қалам. Для меня, как для организатора спортивной общественной организации, очень символично, что 4 года назад первое фото спортсменов нашей спортивной организации было сделано именно с президентом Республики Татарстан. Была поддержка выражена нам. И с того времени, сказать по частности, мы часто не обращались, потому что мы прекрасно понимаем, что в республике есть много своих задач, много своих нерешенных проблем. И Министерство спорта, прежде всего, как профильное министерство, должно работать на массовый спорт, на пропаганду здорового образа жизни. Мы же организация, которая большей частью концентрируется на спортсменах уже профессионалах, которые уже реализовались в своем спортивном мастерстве. И большей частью уклон делаем на единоборцев, коими богата татарстанская земля и вообще татарский народ. И для меня, как руководителя, как для менеджера, как для тренера, случился знаменательный момент, когда один из моих подопечных 15 января этого месяца заключил достаточно серьезный и значимый контракт с мировой бойцовской лигой.
И, само собой, каждый раз, когда мы думали о том, чтобы на татарстанской земле провести какой-то турнир по борьбе или по смешанным единоборствам, нужен был какой-то хедлайнер, нужен был какой-то мотиватор, на которого люди бы равнялись, на которого люди шли. Теперь я надеюсь, что в лице Рената этот человек будет, то есть он будет, так скажем, личностью, персоной, которая будет притягивать к себе спортивный интерес мальчишек прежде всего, вот, и будет побуждать их к занятию спортом. Результатом победы Рената 15 января в Абу-Даби являлся не только его победой и подписание контракта, а на наш спортивный союз и вообще на Республику Татарстан, которую мы рады и горды представлять на зарубежных площадках, было уделено внимание, и как бы мы планируем, что сейчас одна из ведущих мировых лиг по бразильскому джиу-джитсу, Эмиратская федерация бразильского джиу-джитсу, совместно с ней планируем провести большой турнир в августе. При административной поддержке Халида Хамидовича он пообещал нам, мы со своей стороны сделаем все возможное. Вот. В этой связи хочется сказать, что мы открыты для любого взаимодействия, рекламы, спонсорства. Мы понимаем, что этот спорт это профессиональный спорт, и это коммерческая такая составляющая большая в нем есть. У нас есть собственные ресурсы, которые мы готовы потратить на это. Обращаемся к потенциальным спонсорам, и если у кого-то из крупных компаний, татарстанских, будет интерес, мы будем рады, открыты сотрудничеству. И касаемо турниров ММА, у нас все-таки заголовок о развитии и продвижении профессиональных турниров по ММА в Республике Татарстан. Я уже сказал, что с таким хедлайнером, с таким как бы локомотивом в лице Рената мы постараемся провести один из этапов турнира UAE Warriors, тоже в Казани. Тоже у нас есть договор о намерениях, получено устное согласие руководства этого турнира, на котором Ренат, в общем-то, так сказать, своей блистательной победой запомнился мировым менеджером. Поэтому сейчас предстоит очень много работы, и я надеюсь, что мы не подведем, во-первых, доверие, которое нам республика оказывает, это первое, и постараемся сделать программу турниров ММА и джиу-джитсу в том числе достаточно презентабельными, насыщенными и конкурентоспособными относительно вообще не только российских промоушенов, но и международных турниров. Спасибо еще раз большое за внимание к нашим персонам, спасибо за такую честь, что на основной информационной площадке нам предоставили слово. Спасибо большое. Ренат Рашидович, пожалуйста, вам слово. Насколько был это долгий и трудный путь к подписанию этого контракта? Мы к этому шли с начала карьеры. Долго, много было травм, много раз хотелось остановиться и завершить карьеру, но благодаря таким людям, как Марат Капкаев, Марат Шамильевич, спасибо вам огромное, что на моем пути я их встретил. Они очень сильно мне помогали, поэтому в трудные минуты они были рядом. И это, в принципе, итог нашей совместной работы, что мы этого добились. Ну и, как говорится, теперь только Алга, останавливаться не собираемся. И, надеюсь, мы будем примером для нашей молодежи, и что молодежь потянется в залы, не обязательно единоборства, любой вид спорта, в принципе. Ну и будем по максимуму стараться. Завоевать чемпионский титул пока не буду говорить, всему свое время, но будем стараться подниматься на выше и выше по ступенечкам, на пьедестал. Здравствуйте, из Татарстана, Михаил Кован. Сейчас, конечно, мы все знаем про наличие трэш-тока и увеличение такой вещи, как хайп. Как вы к этому относитесь, Ренат? Спасибо. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Мы к трэш-току относимся, в принципе, неплохо, если он не задевает чью-то честь, там, религию, семью. Поэтому аккуратный трэш-ток он обязательно будет, но он будет такой положительный. Потому что, я же говорю, мы в первую очередь мусульмане, татары, мы должны быть
ну, хорошим примером для молодежи. Все будет в хороших рамках. Так что не переживайте за счет этого. Но вот трэш-ток аккуратно он обязательно будет. Это интересный трэш-ток, еще раз говорю. Тут был вопрос про трэш-ток, но хотелось бы более расширить тему и спросить такой. Есть составлена ли уже какая-то маркетинговая политика, как продвигать спортсмена? Например, будет ли использована тема Татарстана, татарской крови, вот именно что человек представляет именно эту землю? Ну, например, вот у Акбарса у него используется именно вот образ республики, цвета Татарстана. Может быть, как-то с Ренатом будет? Само собой, касаемо использования национальных символов и всего остального, Ренат на протяжении всей своей карьеры был таким человеком, который олицетворял представителя татарской нации, Татарстана. Это и слоганы наших компаньонов, которые представляют нам экипировку. Это и компания «Алга». Я не знаю, он сам себя постоянно называет «Татарин с Красной книги». Вот, что там. Я не знаю, где еще татарская самобытность его проявляется. На татарском он не говорит. Касаемо трэш-тока, Ренат сам по себе человек достаточно очень деликатный, и я не думаю, что у него будут какие-то такие, знаете, маргинальные вещи он будет себе позволять. Трэш-ток будет. Будет флаг всегда есть на левом плече, в майках которых выходит наша команда и вообще весь Татарский спортивный союз. Всегда есть такой боевой клич, слоган «Алга» у наших ребят, которые выступают на профессиональных турнирах по ММА. Теперь с сегодняшнего дня с такой поддержкой, когда вот руководители спортивных ведомств, президент, пишущие, масс-медиа, журналисты уже в курсе, ему будет, я думаю, что легче и более обоснованнее и более осознанно он будет уже делать себя, самоидентифицировать. Хотя с проблемой самоидентификации никогда не было. Он всегда кричал, что вот я единственный татарин, дайте поддержки, ребята, потому что больше никого нет, хоть как-то я тут разбавлен в большой массе представителей Северного Кавказа. Обратите на меня внимание, пожалуйста. Сразу вопрос. Лично из рук Дэна Уайта был получен контракт. Ты выглядел сегодня ночью очень хорошо. Прекрасный бой против хорошего бойца с хорошим рекордом. Welcome to the UFC. Добро пожаловать. Вау! Были ли на этой встрече уже обговорены какие-то, может быть, хотя бы примерные имена, кто может быть первым соперником? Вы знаете, UFC это вообще как бы глобальная организация мировая, это гигант, поэтому при всем том, что как бы Дана Уайт лично вручил контракт, само собой на фоне огромного количества бойцов, подписанных в UFC, на фоне большого количества турниров, которые UFC проводит еженедельно иногда, да, по всему миру. Пока нет понимания. Контракт подписан мистером Уайтом. У меня состоялся телефонный разговор с двумя матчмейкерами и лично с ним в переписке. Мы поняли друг друга. Кого дадут, с тем мы будем драться. Здесь уже как бы выбор не за нами, да, тут организация определяет, и выбора никакого не будет. Ренат, и вам тоже вопрос. Предыдущую лигу GFC, по-моему, вы покинули по религиозным соображениям, насколько я понимаю, потому что не захотели драться со своими... Нет, мы лигу не по этой причине покинули, мы, в принципе, хотели ее покидать, потому что все, что мы хотели, от нее взяли. Я забрал титул, выиграл гран-при, много раз защитил свой титул. И, в принципе, уже не было с кем драться, потому что те ребята, которых они предлагали, это были близкие друзья, либо одноклубники. И, в принципе, лига уже вынуждала с ними драться, так как мы, я считаю, что это неправильно драться со своими ребятами, с кем ты в зале тренируешься, поэтому мы решили отказаться от пояса. И все, в принципе. А по поводу того, что у вас первый вопрос был,
Мы подумаем, если нам Dynamite разрешит выходить, Хабиб выходит по пахе, у нас есть своя татарская тюбетейка, так что мы рассматриваем этот вариант. Кстати, если разрешат, то мы обязательно будем выходить в ней. Я татарин, я горжусь этим. Ни в коем случае это не национализм, в первую очередь, это мусульмане, и потом мы татары. Но как можно свою национальность скрывать и стесняться и не говорить, что ты татарин? Я даже не знаю, как это вообще. Чем-то не мешал или помогал уже? Где-то мешал, ну какая разница, хоть мешает, хоть пускай помогает, я же, правду говорю, я татарин. Пускай это даже мне будет в минус где-то, но я буду говорить, я же не совру, я татарин. Пускай в минус, даже если где-то будет, ничего такого страшного. Всегда за правду. Штабу татар передаю огромный привет. Ассаламу алейкум. Меня давно к себе приглашают. К сожалению, никак попасть не могу. Но сейчас все устаканится. Пока бой не назначен, обязательно обязуюсь до вас доехать. Спасибо. Бигзур Ахмад за вашу поддержку.